Всем добрый вечер. Сегодня я рада видеть вас всех на нашем вебинаре. Добро пожаловать на вебинар «Безопасное детство». Меня зовут Динара Кусаин, я являюсь экспертом по детской безопасности и семейному развитию, а также я мама 3 детей. Сегодняшний наш вебинар в первую очередь предназначен для родителей, а также для всех желающих взрослых, которые хотели бы научиться организации безопасного пространства для ребенка дома и за его пределами. Сегодняшний вебинар, который мы подготовили вместе с командой «Доступный Казахстан», состоит из 4 частей. Первая часть вебинара называется «Безопасный дом». В этой части мы вместе с вами проинспектируем домашнее жилье с точки зрения детской безопасности. Вторая часть называется «Важные покупки». Здесь мы обсудим, и я научу вас, как правильно выбирать безопасную детскую кроватку, детскую коляску и автокресло. Третья часть называется «Опасности». В этой части вы познакомитесь с главными угрозами детской безопасности и научитесь их устранять. И заключительная часть нашего вебинара называется «Выход с ребенком». Здесь мы с вами обсудим, как правильно организовать прогулку и поездку с ребенком. Какие-то короткие поездки и дальние путешествия. Перед началом нашего вебинара еще раз хочу подчеркнуть, что вебинар создан командой «Доступный Казахстан». «Доступный Казахстан» – это виртуальная карта, которая отражает доступность и безопасность общественных мест, организаций и заведений для разных категорий населения во всех регионах Казахстана, в том числе для детей. Карта доступна по адресу сайт карты www.doskaz.kz. Ну а мы начинаем. Безопасный дом. В этой части мы вместе проинспектируем ваше жилье с точки зрения того, как в нем решены вопросы детской безопасности. И начнем мы именно со спальной комнаты. Почему? Потому что именно здесь проводит большую часть своего времени малыш в самые первые месяцы своей жизни. Разрешите поделиться секретами безопасного сна для младенца. Во-первых, секрет номер 1 – это индивидуальное спальное пространство. В идеале малыш должен спать в отдельной детской кроватке. Если вдруг по каким-либо причинам у вас не получается установить кроватку, к примеру, не позволяет площадь вашего жилья, то можно переносную конструкцию приобрести, типа кокона, гнезда, колыбели. Такую конструкцию можно класть в кроватку рядом с собой, при этом сохраняя для малыша его собственное спальное место с защищенными границами. Это очень важно. Самая безопасная поза для младенца до года – это поза на спине. То есть малыша мы всегда, когда укладываем в кроватку или спать, укладываем его на спину. Это нормально, если малыш, к примеру, уже научился переворачиваться, потому что рано или поздно дети начинают развивать этот навык, у них укрепляется мышечная мускулатура, и малыши уже начинают сами менять свою позицию во сне. Но укладывать ребенка в кроватку всегда следует именно на спину. Пожалуйста, откажитесь, уважаемые взрослые, от подушек, одеял, мягких игрушек и бортиков, в который ребенок может уткнуться носиком, блокируя подачу воздуха. Если вы вдруг переживаете, что малыш будет мерзнуть, к примеру, то используйте специальные пледы для сна или спальные конверты. Есть такие спальные конверты, они сделаны из флиса, очень теплые, и в то же время они хорошо фиксируют форму с помощью молний и кнопок, и, соответственно, они очень безопасны. В детской кроватке и вообще в детской постели используйте обязательно жесткий матрас и плотно прилегающую простынь, чтобы постель не смялась под малышом. То есть в детской кроватке никогда постель не должна образовывать какие-то бугры. Вот по этой же причине нужно отказаться и от каких-то пуховых перин, мягких толстых матрасов и так далее. При этом постельное белье рекомендуется использовать из хлопковых материалов, тогда как наполнитель для матраса лучше выбирать синтетический. Почему? Потому что в наше время синтетические наполнители, они, во-первых, хорошо чистятся, во-вторых, они являются гипоаллергенными, что очень важно, потому что сейчас очень много детей с различными формами аллергии, дерматитов, да, и, кроме того, именно синтетические наполнители, они достаточно устойчивы к бактериям и насекомым.
Раздельный сон – это важное условие безопасности ребенка. Рекомендуется, чтобы ребенок спал отдельно, но в одной комнате с родителями. Как минимум до 6 месяцев в одной комнате с родителями. Это минимум. Со спальни мы переходим на кухню. Безопасная кухня начинается, безусловно, с мебели. Если вдруг в вашей семье растут дети дошкольного возраста, я рекомендую воздержаться от открытых фасадов и навесных полок на уровне ниже 1,5 метров. Вы просто не представляете, сколько трагедий случается каждый раз, когда малыши тянут с полки какой-то понравившийся предмет, и тот падает им на голову. Стеклянные предметы, допустим, вазочки, посуда и так далее, на уровне ниже 1,5 метров также недопустимы. Вот приведу пример. Однажды, несколько лет назад, мы делали капитальный ремонт у себя дома и месяц жили в арендованной квартире, которая была уже меблирована. И больше всего на свете я боялась 2 вещей. Это стеклянный столик в гостиной и духовой шкаф на кухне, который был расположен так низко, что наша дочь, ей был год, наша годовалая дочь могла свободно при этом нажимать на все кнопки и постоянно пыталась это делать. И поэтому каждый раз, когда я вижу, допустим, что духовой шкаф или плита расположена очень низко в квартире, становится понятно, данная техника и данный интерьер, он не приспособлен для того, чтобы здесь проживал ребенок раннего возраста. Каждый год по всей стране регистрируются случаи химического отравления детей. Яркий цвет и искусственный аромат делают чистящие средства невероятно привлекательными для малышей. Поэтому чистящие и опасные материалы, в том числе лекарства, хранить нужно в запертом шкафу, либо в недоступном для детей месте. Идем дальше. Острые предметы мы убираем подальше, посудомойку держим закрытой, микроволновку устанавливаем повыше. Во время готовки малышам на кухне делать нечего. Желательно помнить, что кастрюли, котелки и сковороды мы держим на плите ручками назад и на заднем ряду конфорок. Также у современных электроплит, как правило, очень часто имеется кнопка безопасности, которая блокирует работу всех конфорок. Обычно она выглядит в виде такого замочка. Вот. Если у вас такая есть, пожалуйста, пользуйтесь ею. Это очень удобно, когда дома есть маленькие дети. Чайники, горячие напитки мы убираем подальше. Кроме того, я рекомендую всегда родителям держать в кухонной зоне противопожарное полотно, либо углекислотный огнетушитель. Если вдруг вы используете свечи, ну, к примеру, для каких-то мероприятий, да, для дней рождения и так далее, и они у вас хранятся дома, то держать их следует высоко от ребенка и подальше от тех предметов, которые могут загореться. Например, это шторы, деревянные и пластиковые панели. Следующая комната. После кухни мы переходим с вами в санузел. Обсудим безопасность санузла, ванная и туалет. В первую очередь всегда проверяем температуру воды перед купанием ребенка. Если вы сомневаетесь, то, конечно, для точности измерений необходимо пользоваться водным термометром. Но если вдруг вы решили сами попробовать и оценить, горячая ли вода, то, пожалуйста, делайте это в первую очередь локтем, а не ладонью. К сожалению, ожоги детской кожи от горячей воды – это одна из очень часто встречающихся травм во всех странах мира происходит. Температуру воды, то есть мы оцениваем, еще раз говорю, локтем, а не ладонью. Почему? Потому что человеческая кисть менее чувствительна к температурному воздействию. И если нам может показаться, что вода еще прохладная, на самом деле она уже достаточно нагрелась для того, чтобы искупать в ней ребенка. Не переживайте, что ребенок замерзнет или простудится. Вообще я всегда говорю, что ребенок замерзнет – это любимый страх всегда взрослых. Если вам вдруг кажется, что ребенку прохладно, просто закончите водную процедуру пораньше. Но не следует доливать горячую воду уже в ванну, в которой находится ребенок. Не надо включать кран с горячей водой, чтобы опять эту воду нагреть. Это недопустимо. Детей до 3 лет нельзя оставлять во время купания ни на секунду, потому что на самом деле они могут захлебнуться и утонуть в емкости даже с небольшим количеством воды, учитывая то, насколько маленький объем детских легких. Вот. Если вам вдруг, к примеру, такая ситуация, если вам вдруг позвонили в двери в то время, как вы купаете ребенка, сначала достаньте ребенка из воды, оботрите его полотенцем и потом уже идите открывать дверь. Не оставляйте ребенка в ванной. В ванной комнате взрослые нередко держат средства бытовой химии, опасную косметику, допустим, типа краски для волос, к примеру,
или средства для снятия лака, и даже иногда лекарства. И обычно все это хранится в каких-то выдвижных ящичках, в том числе под раковиной, в шкафчиках, в том числе под раковиной. Причем случаются вообще ситуации, когда чистящие средства хранят даже в бутылках из-под напитков. И это все неправильно и недопустимо, и очень опасно. Когда мы с вами только что обсуждали безопасность на кухне, я говорила, что в принципе любое средство с красивым цветом и приятным запахом, химическая промышленность в наши дни просто творит чудеса, может привлечь ребенка. Так что он может захотеть это средство попробовать. Поэтому по умолчанию все опасные вещества лучше убрать подальше, повыше. И очень хорошо, если шкаф при этом будет прямо закрываться. Например, у нас дома такой шкаф закрывается на замок, то есть прям ключом. Замечательно, если существуют специальные банки. То есть замечательно, если опасные вещества вы можете перелить в специальной емкости с безопасной крышкой, которая открывается только при сильном нажатии, допустим, взрослого человека. Фен и другие электроприборы тоже необходимо хранить на полках вне досягаемости детского роста. Обратите внимание, в ванной комнате может быть очень скользкая напольная плитка. Для этого вам в помощь противоскользящие коврики. Также, кстати, хотела отметить, что в последние годы очень популярны акриловые ванны. Так вот, свойство акриловых ванн в том, что они нагреваются быстрее, чем металлические. Поэтому имейте в виду, при одной и той же температуре воды в акриловой ванне человеку и ребенку будет намного горячее, чем в металлической. Это тоже следует учитывать, если вы купаете ребенка в акриловой ванне. В заключение хочу порекомендовать вам два полезных гаджета для санузла. Во-первых, это пластиковые замки-липучки для шкафов. Вот, обратите внимание, они выглядят вот так. Вот такие пластиковые липучки мы пользуемся ими дома, кстати, не только в санузлах. Вы их крепите с вот таким регулирующимся ремешком. И они получается, они прям фиксируют дверцу и не позволяют ее открыть младенцу. Для того, чтобы открыть, нужно нажать вот здесь, защелкнуть, и только тогда этот замок открывается. Второй полезный гаджет это существуют специальные замки сегодня в продаже именно для крышек унитазов. Например, у меня 3 детей, и у нас была ситуация именно с сыном, со вторым ребенком. То есть он очень любил кидать у нас в унитаз разные вещи, а один раз мы даже его успели словить до того момента, когда он пытался вообще нырнуть туда с головой. Есть такие дети, у которых вообще повышенный интерес именно к унитазу. Для таких случаев тоже продаются различные приспособления и замки. А вот такие замки, кстати, часто используются именно для стиральных машин, к примеру, и посудомоечных машин. Они тоже используются для такой фиксации. Выглядят вот так. Для микроволновок иногда их тоже используют, они тоже подходят. Вот. Я думаю, что эти гаджеты, в принципе, вы можете найти их в любых детских магазинах, и они всегда полезны, такие блокираторы. Из санузла мы переходим в гостиную. Конечно, обычно это всегда самая нарядная комната в квартире, потому что именно в гостиной мы празднуем семейные торжества, принимаем гостей, собираемся все вместе по вечерам с домашними для совместного общения. Но все это делают, естественно, гостиную комнату, можно сказать, лидером по наличию стеклянных ваз, тяжелых картин, объемных люстр. И, конечно же, было бы глупым советовать вам избавиться вообще от всех предметов декора. Вместо этого предлагаю просто сосредоточиться на самых важных моментах. То есть какие-то основные вещи и детали вы можете продумать еще на стадии планирования вашего интерьера. Подумайте, без чего можно, в принципе, безболезненно обойтись, по крайней мере, до взросления ребенка. А что является архиважным для того, чтобы в комнате сохранился тот стиль, который вы для него предусмотрели. Гостиная – это прежде всего, конечно же, телевизор, книжные полки, комоды и прочее. Все эти предметы необходимо надежно закрепить к полу или к стене, чтобы они не могли упасть на ребенка. Сегодня стало популярным приобретать телевизор большой диагонали, да, с большим экраном. Так вот, дорогие мамы и папы, пожалуйста, будьте осторожны. Вот просто загуглите фразу «телевизор упал на ребенка» и посмотрите, сколько и как часто телевизор становится причиной
самых серьезных детских травм. Особенно это актуально для тех регионов Казахстана, которые подвержены рискам землетрясений. То есть там, где идет регионы, где наблюдается сейсмоопасность, это телевизор становится еще большим и рискованным источником опасности для ребенка. Пожалуйста, не ставьте мебель, я сейчас говорю в первую очередь о креслах и диванах, не ставьте мебель близко к окну, чтобы у ребенка не возникало соблазна залезть на подоконник. Дополнительно установите, если их вдруг еще нет, специальные ручки на окна для безопасного открывания окна. К сожалению, трагедии с выпадением детей из окон в Казахстане случаются очень часто, поэтому эта проблема очень актуальна, и, конечно же, необходимо на окна обязательно устанавливать замки детской защиты. На острые края и углы мебели можно установить силиконовые накладки. Они мягкие, существуют сегодня на рынке тоже абсолютно разные виды вот этих силиконовых уголков. Можно подобрать под цвет вашей мебели. Иногда они продаются просто прозрачные, вообще бесцветные, то есть на любой угол и на любой размер. Вот, очень много сегодня предложений на рынке. Если говорить о стеклянных раздвижных панелях и фасадах, сегодня тоже популярны стеклянные перегородки, двери и так далее. По возможности их нужно заказывать из так называемого закаленного стекла и с покрытием защитной пленки. То есть в случае чего-то стекло не разлетится на осколки, а сохранит свою форму и просто пойдут по нему трещины. Но если в доме есть дети раннего возраста, то лучше постараться вообще обойтись без стеклянных перегородок и фасадов. И кроме того, в холодное время, конечно же, нельзя ставить работающий радиатор возле штор, дивана, кресел, то есть каких-то текстильных поверхностей. И, конечно же, не сушить на нем вещи, не накрывать его никакими тканями, ни полотенцем, и так далее, ни одеждой. Вот это очень важно. А теперь после окон давайте обсудим с вами безопасность балконов. То есть если мы уже говорили, то есть если оптимальная защита на комнатные окна – это установка рам со сложным открыванием и замков детской защиты и блокираторов, то с балконами немного сложнее. Я часто вижу, что некоторые родители, допустим, некоторые люди заваривают на окна металлические решетки, но дело в том, что это нарушает нормы пожарной безопасности. Почему? Потому что важная функция балкона, помимо прочего, это путь спасения во время пожара. Поэтому заваренные решетки не подойдут. Некоторые владельцы, допустим, в домах старого типа, которые построены 20-30 лет назад, некоторые, то есть там, где квартиры сдавались, допустим, без застекления, и владельцы занимались остеклением балконов сами, владельцы выходят из положения так: они поднимают высоту этого окна очень высоко, что ребенок, даже если вдруг привстанет на стул и так далее, он все равно по-прежнему до карниза, до окна дотянуться не может. Вот есть такой вариант. Если мы с вами говорим о новостройках, то сейчас, конечно, по новым стандартам жилье сдают уже, допустим, на квартиры на банк сдают уже со стеклением, с закрытым балконом, то здесь вам придут на помощь специальные решетки, безопасные детские решетки для окон. Например, у нас в доме мы вышли из положения, заказали так называемые поликарбонатные решетки. Вот, и это очень удобно. Эти решетки установлены на болтах, то есть могут открутиться в случае какой-то ситуации. Во-первых, такие решетки из поликарбоната, они очень симпатично смотрятся, потому что они, в принципе, прозрачные. Во-вторых, при этом они очень прочные, это очень прочный материал нового поколения, при этом эластичный и быстро откручивается при необходимости. Например, для того, чтобы достаточно открутить всего 2 решетки поликарбоната с балкона, чтобы оттуда, в принципе, мог пролезть даже взрослый человек. То есть это очень достаточно быстро. Вот. Итак, мы с вами сейчас рассмотрели основные принципы организации детской безопасности в доме. Теперь разрешите перейти к следующей части нашего вебинара, которая называется «Важные покупки». Сейчас мы с вами обсудим тонкости правильного выбора детской кроватки, коляски и автокресла. Итак, выбираем детскую кроватку. Детская кроватка – это одно из наиболее важных и в то же время дорогих приобретений в семье, где родился малыш. И сегодня на рынке, безусловно, представлено очень большое количество абсолютно разных моделей с абсолютно разным бюджетом. Что же выбрать? С точки зрения безопасности.
Во-первых, кроватка должна быть выполнена из экологичного материала. Распространенный вариант – это древесина с лакокрасочным покрытием. Расстояние между решетками кроватки должно быть от 2 до 7 сантиметров. Таким образом, обеспечивается вентиляция воздуха, то есть малыш дышит свежим воздухом, и в то же время кроватка защищена от того, чтобы ребенок мог получить травму конечности или головы, если, допустим, что-то, ножка или ручка пролезет, да, через решетки кроватки. От верхней решетки до уровня матраса должно быть не менее 50 сантиметров по высоте, а размер матраса должен быть рассчитан на 120 сантиметров на 60 сантиметров. Это минимальные размеры, допустимые детского матраса. Дно и боковины кровати обязательно должны вентилироваться. Покупая автолюльку или автокресло для малыша, в первую очередь нужно ориентироваться на безопасность изделия. Обратите внимание, вот автолюльки и автокресла не всегда имеют маркировку с указанием возраста и веса ребенка, на который они рассчитаны. Знаете ли вы, как проверяется безопасность детских автокресел? Дело в том, что помимо государственной сертификации существуют сегодня специальные общественные организации, которые проводят самые настоящие краш-тесты, прям как с автомобилями, да? И таким образом тестируют автокресла и автолюльки для детей. И все данные публикуются в открытом доступе. Например, одним из лидеров этой области является общественная организация, которая называется Всеобщий немецкий автомобильный клуб, ADAC. Эта организация находится в Германии, и результатами этих краш-тестов пользуются все европейские страны. То есть эти отчеты потом еще переводятся на все языки. И вот экспертная проверка, допустим, такой организации намного даже строже, чем государственные стандарты сертификата безопасности для производителей автокресел. Результаты этих краш-тестов публикуются регулярно, дважды в год. И, кроме того, в интернете всегда можно найти актуальные отчеты, в том числе и на русском языке. Поэтому, если вас интересует этот вопрос детально, то, пожалуйста, уделите время, чтобы ознакомиться с необходимой информацией. Выбирая коляску, в первую очередь нужно обращать внимание на тот материал, из которого изготовлены ее колеса. Когда-нибудь обращали ли вы внимание, из какого материала сделаны колеса вашей коляски? Это вот самый важный элемент на самом деле любой детской коляски. В первую очередь надувные колеса. Это на самом деле вот идеальный вариант для зимней коляски, к примеру, в условиях сурового климата Нур-Султана и других северных и центральных регионов Казахстана. Надувные колеса очень прочные, у них отличная амортизация, они могут проехать через большие сугробы, допустим, если выпал снег, выдерживают морозы и обеспечивают надежное сцепление с дорогой. Минусы надувных колес в том, что они достаточно тяжелые, то есть такая коляска уже не будет легкой по весу, к этому надо быть готовым. Ну и плюс цена вопроса, то есть потому что надувные колеса достаточно дорогие, и, соответственно, коляска тоже не будет бюджетным вариантом. Следующий вариант – это пластиковые колеса. Пластиковые колеса самые легкие, самые дешевые и самые непрочные. Они обычно очень быстро ломаются, очень быстро начинают шуметь. И обычно пластиковые колеса представлены только на самых бюджетных моделях. Очень некачественные, я не рекомендую приобретать коляски с пластиковыми колесами. Другой популярный материал – это полиуретан. Полиуретановые колеса часто используются именно в прогулочных моделях. Они достаточно прочные и очень легкие. Но иногда может страдать, правда, амортизация. Они могут немножко шуметь и где-то подпрыгивать на кочках. Каучуковые колеса легкие, прочные. Минусами каучуковых колес является то, что при низких температурах они начинают затвердевать и, соответственно, плохо крутиться, и у них начинает страдать амортизация, потому что резина при низких температурах начинает сжиматься. То же самое касается и колес из вспененной резины. Они очень часто очень популярны на европейских моделях колясок детских, но также вот при холодной температуре колеса начинают немножко твердеть и происходят проблемы со сцеплением. Таким образом, самый оптимальный вариант коляски для, допустим, такого региона, как наш город, Нур-Султан, это самая лучшая опция – это иметь две коляски. Зимнюю модель с надувными колесами
и прогулочную коляску, например, по типу трость, которую вы сможете взять с собой даже на борт самолета, которая имеет колеса из полиуретана. Итак, мы с вами сейчас рассмотрели основные принципы выбора безопасной детской кроватки, автокресла и коляски. Теперь переходим к следующей части вебинара. Эта часть называется «Опасности». И здесь вы познакомитесь с главными угрозами детской безопасности и научитесь их устранять. Вы узнаете, как защитить вашего ребенка от и как провести профилактику ДТП, случайного отравления, удушения, падения с высоты, утопления и ожогов. Итак, начнем. Для профилактики дорожно-транспортных происшествий соблюдайте правила дорожного движения сами, в первую очередь, потому что всегда для ребенка именно взрослый, именно родители, именно бабушки и дедушки являются ролевыми моделями. То есть в первую очередь правила дорожного движения вам нужно соблюдать самим и научите, обучите этим правилам вашего ребенка. Без каких-либо исключений соблюдайте эти правила всегда. Если ребенок ездит на самокате, велосипеде или мотоцикле, обязательно надевайте вот такой шлем. Это вот шлем, например, моей дочери. Она у нас очень любит кататься на велосипеде. Этот шлем всегда защитит от травм головы в случае падения. Если вы или ваш ребенок передвигаетесь на велосипеде или самокате, обязательно переходите дорогу пешком на перекрестках и пешеходных переходах. То есть обязательно нужно спешиться, то есть слезть с велосипеда или самоката в тот момент, когда вы переходите дорогу. И когда ребенок едет в автомобиле, обязательно пользуйтесь автолюлькой или автокреслом. Младенец до года перевозится в автолюльке, которая устанавливается против движения автомобиля. Пожалуйста, не перепутайте. То есть обычно именно в автолюльках ребенок сидит как будто бы, то есть он смотрит не вперед, как водитель, а смотрит как будто бы назад. То есть автолюлька устанавливается именно так, против хода движения. Ребенок весом от 9 до 15 килограмм уже переводится в автокресле, то есть подросший, обязательно, которое застегнуто пятиточечным ремнем безопасности. Пятиточечный ремень безопасности имеет 5 точек. 2 точки – это наши плечики, 2 точки – это наши бедра, и все это крепится пряжкой. 5-я точка находится на поясе. Для перевозки ребенка старше 3 лет, который весит уже более 15 килограмм, и ростом не менее 120 сантиметров, уже можно использовать в принципе бустер с адаптированным ремнем безопасности. Тоже позвольте продемонстрировать вам. Это бустер моей старшей дочери. Вот он выглядит вот так. Да? То есть она садится в автомобиле на такой бустер, соответственно, рост у нее уже становится повыше, подходит для ремня безопасности. И плюс мы используем накладку на ремень безопасности, который крепится сюда и, соответственно, тоже защищает грудную клетку при каких-то, допустим, рывках или каких-то крутых поворотах автомобиля. Это вот очень подходит. Дочери моей сейчас 7 лет. Все дети обязательно перевозятся только на заднем сидении автомобиля с пристегнутым ремнем безопасности. Когда вы в качестве пассажира едете сзади, пожалуйста, тоже всегда пристегивайтесь ремнем безопасности. Дети берут пример с вас. Случайные отравления. Основная часть случайных отравлений приходится на группу детей до 5 лет, то есть на самых маленьких. Обычно, как я уже говорила, дети случайно принимают вовнутрь средства бытовой химии, уксусные кислоты, лекарства. Многие чистящие средства в наши дни, как я уже говорила, обладают очень приятным запахом и красивым цветом, из-за чего у ребенка может возникнуть желание попробовать его на вкус. То же самое с лекарствами, которые иногда похожи вообще на леденцы, на конфеты и так далее. И часто ничем не отличаются, также пахнут приятно, да, допустим. Например, вот в этом карманном санитайзере 71% спирта. При этом он обладает очень приятным запахом и, как вы видите, таким красивым необычным цветом. И вообще, когда его нюхаешь, вообще спирт не ощущается абсолютно. Вот. Поэтому еще раз скажу, все средства бытовой химии и медикаменты храним в местах, недосягаемых для детей. Всегда. Угроза удушения. Случайное удушение является угрозой для самых маленьких. Начиная с рождения, ребенок должен обязательно иметь отдельное огороженное спальное место. Это правило номер 1.
Дело в том, что в первые месяцы жизни у малыша еще слишком слабые мышцы, и он не сможет самостоятельно переместиться или отодвинуться в опасной ситуации. Например, если вдруг уткнется лицом в подушку, в одеяло или просто в спящего взрослого вот так, он отодвинуться не сможет. Мышцы его пока не слушаются. Вот. И это уже один из рисков удушения. Кроме того, дополнительными факторами риска удушья при совместном сне, то есть когда малыш спит рядом со взрослым, дополнительным фактором являются, во-первых, это мягкая поверхность постели, то есть опять-таки постель у нас бугрится, где-то там одеяло, где-то подушка и так далее. Вот. Наличие подушек и одеял, возраст ребенка меньше 4 месяцев, это самый нежный, самый опасный возраст. Тот факт, что ребенок родился недоношенным или весит меньше нормы, влияет, потому что, соответственно, если ребенок весит мало, то у него еще и сил очень мало, да, физически. Вот. Если ребенок делит постель с курильщиком, и даже если при этом в постели никто не курит, это не имеет значения. И если ребенок делит постель со взрослым, который принимал, допустим, принял снотворное на тот момент или какое-то сильнодействующее лекарство, вызывающее сонливость, и если ребенок делит постель со взрослым, который принял перед сном алкоголь. Это все дополнительные факторы риска. Как я уже говорила, в кроватке не должно быть одеял, подушек, мягких бортиков, игрушек и так далее. Если переживать, что ребенок замерз, лучше надеваем на него дополнительный слой одежды. Нельзя оставлять младенца без присмотра в зафиксированном или пристегнутом состоянии, например, в колыбели, в коконе, переноске, коляске и так далее. Дело в том, что в первые месяцы жизни надо иметь в виду, что младенцы часто срыгивают. И пристегнутый, привязанный, зафиксированный ребенок может задохнуться собственной рвотной массой. Это очень опасно. То есть во всех этих устройствах ребенок всегда должен находиться под присмотром взрослого. И, соответственно, взрослый тоже не должен рядом спать, он должен бодрствовать и приглядывать за ребенком в этом состоянии. Вот. По этой же причине не рекомендуется туго пеленать малыша, вот, потому что вот эта опасность срыгивания, она очень высока. После того, как младенец начал активно ползать и передвигаться, то в этот момент источником большой опасности для ребенка становятся обычные пластиковые пакеты. Поэтому, допустим, с каких-то шкафов и полок с нижних ярусов лучше, на нижних ярусах лучше пакеты не хранить. Следите за тем, чтобы ребенок случайно во время игры или просто не надел пакет на голову. И не разрешайте детям любого возраста играть с пакетами. Это может быть очень опасно. То есть пакеты все тоже храним повыше, подальше, недосягаемо от детей. Вот опять-таки, допустим, у нас дома такой шкафчик, где хранятся пакеты, как раз-таки закрыт вот этим вот замочком. Он очень удобен. Если у вас, допустим, шкаф идет со створчатым открыванием, то вам помогут, вот, кстати, вот такой замок, тоже рекомендую на мебель. Вот так выделяется. Здесь, допустим, 2 ручки, вы надели, закрыли. Все, ребенок открыть не может дверцы. Очень удобная вещь, тоже рекомендую. Это для створчатого открывания. Падение с высоты. Дело в том, что здесь расскажу вам немножко об анатомии, да, детской анатомии. У детей младшего возраста пропорции тела значительно отличаются от взрослых. Например, вот у малышей более крупная голова по сравнению с телом, в отличие от взрослого человека, и в то же время бедра и ноги, наоборот, еще не обладают такой большой крупной мышечной массой, как у нас, у взрослых. Вот. Кроме того, естественно, у детей хуже развита координация движений, потому что у них еще идет развитие, в том числе бурное развитие головного мозга, мозжечка, который отвечает за координацию движений, поэтому они еще не могут координацию свою контролировать так, как это делаем мы. По этой причине ребенок при наклоне вперед больше рискует падением вниз, чем взрослый человек. Например, мы, падая, мы можем немножко задержаться, нам помогают наши тяжелые бедра. У малыша такой поддержки нет. Ну и, конечно же, ребенок в этом возрасте всегда более любознателен, подвижен по сравнению со взрослым человеком. Поэтому для того, чтобы предотвратить случайные падения с высоты, во-первых, необходимо пристегивать ребенка в коляске или в детском стульчике и не оставлять его ни на минуту
в том числе и на пеленальном столике. То есть когда мы пеленаем на пеленальном комоде, обычно высота где-то 80 сантиметров, мы тоже ребенка не оставляем. Во-вторых, устанавливаем, как я уже говорила, замки защиты на окна и балконы. И в-третьих, не позволяем ребенку играться, забираться на подоконники, на лестничные перила, не поощряем его это делать и не сажаем его в ходунки, на которых он может разогнаться и упасть. Таким образом, мы можем максимально провести профилактику и защиту его от выпадений с высоты. Теперь давайте поговорим об опасности утопления. В раннем возрасте ребенок должен принимать водные процедуры под строгим присмотром взрослых. В первую очередь, главная опасность – это водные процедуры. Не оставляем без присмотра большие емкости с водой, ведра, корыта, кастрюли, бочки для полива, допустим, всегда держим плотно закрытыми, если речь идет о частном доме, о даче и так далее. На отдыхе у водоема, пожалуйста, воздержитесь от приема алкогольных напитков, держите ребенка в поле зрения. Купайтесь только в отведенных для этого местах. Отпуская ребенка в воду, не полагайтесь на то, что на ребенке, допустим, надет надувной жилет, на рукавники или какие-то матрасы. Научитесь плавать сами и, пожалуйста, научите держаться на воде и плавать вашего ребенка. Это очень нужный и полезный навык. В некоторых странах плавание даже является обязательным курсом, который включен в физкультуру в школе. И это просто здорово, я считаю. Профилактика ожогов. Начну с того, что дети в раннем возрасте, я думаю, что все родители это замечали, они обожают играть с водой у раковины, включая и выключая водопроводный кран. В предыдущем разделе мы уже говорили с вами только что о безопасности, да, на кухне. Еще раз повторюсь, старайтесь держать любую горячую посуду и электроприборы подальше от раковины, любимого места игры вашего ребенка. Кастрюли, котелки, сковороды ставим ручками назад, чайники, горячие напитки убираем подальше. При возможности пищу готовим на дальних конфорках плиты, приобретаем домашний огнетушитель или противопожарное полотно, которое используют для тушения мелких возгораний. Очень, кстати, удобная вещь и стоит недорого. Переходим к четвертой части вебинара, которая называется «Выход с ребенком на улицу». Мы дошли с вами до заключительной части нашего вебинара, которая называется «Выход с ребенком на улицу». Здесь вы узнаете, как правильно организовать прогулку или дальнюю поездку с ребенком. Начинаем. Прежде всего, выход с малышом начинается, конечно же, с планирования безопасного и комфортного маршрута. Дорогие мамы и папы, в этом вопросе вам поможет виртуальная карта «Доступный Казахстан». С помощью этой карты вы можете проверить, насколько безопасным является заведение, которое вы планируете посетить, а также узнать, насколько дружественна для детей инфраструктура заведения. Например, есть ли там зона для пеленания или грудного вскармливания, есть ли там игровая зона, санузел, оборудован ли для пользования ребенком и многое другое. И вся эта полезная информация на карте «Доступный Казахстан» на сайте www.doskaz.kz. Пожалуйста, заходите и пользуйтесь, все для вашего удобства. Если вы перевозите ребенка в автомобиле, как мы уже говорили, используем автолюльку, автокресло или бустер в зависимости от веса, роста и возраста ребенка. В первый год жизни мы используем автолюльку, которая устанавливается против хода движения автомобиля. Да? Большинство автокресел рассчитаны на возраст от 12 месяцев до 12 лет, а бустеры в паре с удерживающим устройством являются такой бюджетной, скажем так, альтернативой автокреслам. Многие модели бустеров можно использовать уже с 3-летнего возраста. Если ребенок передвигается вместе с вами на автобусе, это, конечно же, очень удобный вид транспорта, на самом деле, в том числе для междугородних поездок и поездок в школу. Наверное, вы заметили, что в последние годы, кстати, в Казахстане стали вообще больше пользоваться школьными автобусами. Так вот, при пользовании общественным транспортом соблюдайте правила безопасности и научите им своих детей. Во-первых, крепко держите ребенка за руку при входе и выходе из автобуса. Пристегните ремни безопасности. Обычно они бывают в междугородних и школьных автобусах. Обязательно пользуйтесь, пристегивайтесь, пожалуйста. И дети должны уметь ими пользоваться самостоятельно, то есть если уже школьного возраста, да, научите их. Во время движения автобуса ребенок должен сидеть, не должен вставать, ходить по салону и так далее. Если вы путешествуете поездом, опять-таки очень популярный вид транспорта, особенно для поездок на дальние расстояния.
Ну, следует помнить, что безопасность на железнодорожном транспорте начинается с перрона. На перроне крепко держим ребенка за руку, не стоим близко к путям, будем внимательны, заходя и сходя с поезда. Следует опасаться зазоров между поездом и перроном. Немало трагедий случалось тогда, когда дети соскальзывают и падают прямо под поезд. Кроме того, следует помнить, что когда поезд движется, то вот эта движущая сила создает завихрение воздуха, из-за чего близко стоящего человека может просто засосать под поезд вот этой волной. Поэтому стоит тоже быть внимательным и не подходить к поездам, которые продолжают движение. Переход между путями осуществляем в строго установленных местах. Находясь в поезде, опять-таки, если во время перехода между вагонами ребенка держим крепко за руку, не разрешаем детям бегать в вагоне. Сегодня во многих поездах, кстати, установлены в переходах, в том числе внутри вагона установлены кулеры и диспенсеры с водой, так что будьте внимательны, потому что дети могут получить ожоги, если будут играться кулером, а вы этого не заметите. Поэтому очень важно продумать, чем занять ребенка в поезде, пока вы будете ехать. Если вы собираетесь в дальнюю поездку, то, конечно же, нужно должным образом подготовить и собрать чемодан. Во-первых, приготовьте, пожалуйста, упаковку заглушек для розеток. Вот для вас тоже приготовила демонстрационные модели сегодня. Это вот розетка, которой мы пользуемся дома. Вот такие заглушки, они вообще занимают очень мало места, недорогие. К ним прилагается вот такой пластиковый ключик. Так делайте, поворачивайте и тяньте на себя, и потом заглушка это открывается. То есть они займут очень мало места, а будут очень полезны, допустим, где-то в гостинице. Вот. Сделайте обязательно копии личных документов, медицинские, страховые, банковские карты и так далее. Вот, допустим, у нас тоже обычно все готово, даже есть фотографии актуальных детей на всякий случай, всегда тоже берем с собой. Ознакомьте с расписанием вашего путешествия ваших близких людей, оставьте какие-то контакты обязательно, чтобы ваши родные могли с вами связаться в случае какой-то ситуации, в том числе экстренной. Имейте при себе актуальный прививочный паспорт для ребенка и результаты ПЦР-теста на COVID-19. Сегодня вот многие страны также требуют эти документы именно при въезде о вот наличии вот этой справки. Я всегда рекомендую оформлять на детей медицинскую страховку, даже если это не является обязательным требованием для въезда в страну, потому что случай может быть разным, и иногда эта страховка может очень вам даже пригодиться. Нам пригождалось, у нас были такие ситуации с детьми. Перед поездкой проведите обязательно профилактическую беседу с ребенком, ознакомьте его с процедурами безопасности в аэропорту, чтобы у ребенка не было большого стресса, потому что, например, ребенок может испугаться отдать какую-то игрушку во время досмотра или снять пояс или обувь в незнакомом для него месте. Поэтому максимально подготовьте его, расскажите ему, как будет этот досмотр идти. В путешествии будьте начеку, приглядывайте за детьми, в людных местах крепко держите их за руку и не позволяйте гулять в одиночку. Помогите ребенку выучить телефон самых близких ему родных на всякий случай, и если вдруг он потерялся, и расскажите, кому он может обратиться за помощью, если вдруг потерялся. То есть, допустим, люди в форме, да, полицейские, охранники, обучите его, кому ребенок должен обратиться за помощью в первую очередь. Итак, это была самая последняя часть нашего вебинара. Давайте подведем предварительные итоги сегодняшнего обучения. Сегодня вы, уважаемые взрослые, узнали, во-первых, как обеспечить детскую безопасность в собственном доме. Во-вторых, теперь вы умеете правильно выбирать детскую кроватку, автокресло и коляску. В-третьих, вы знаете, как обезопасить вашего ребенка от получения случайных травм. И, конечно же, теперь вы можете организовать безопасное путешествие для всей семьи. Хочу напомнить, что этот вебинар подготовлен командой «Доступный Казахстан» при технической поддержке детского фонда ООН ЮНИСЕФ в Казахстане. Заходите, пожалуйста, на сайт www.doskas.kz и планируйте безопасный и комфортный маршрут для себя и вашего ребенка. С вами была я, Динара Кусаин. Всего вам доброго. Аман болыңыздар.